Джикаев Николай Матвеевич родился в селе Непареет Цхинвальского района в 1908 году. В 20-х годах XX века Николай Джикаев начал свою профессиональную деятельность в качестве народного следователя в прокуратуре Джавского района. Проявив себя как компетентный и принципиальный сотрудник, он вскоре был повышен до должности помощника районного прокурора. 21 января 1941 года освобожден от занимаемой должности ввиду мобилизации в рабоче-крестьянскую Красную армию. Вернувшись, с 20 февраля 1942 года по 13 июня 1942 года работал помощником прокурора Юго-Осетинской автономной области до очередного призыва в РКК в июле 1942 года. После первого периода службы в армии Николай Джикаев ненадолго вернулся к гражданской жизни. С 20 февраля по 13 июня 1942 года он работал помощником прокурора Юго-Осетинской автономной области. На этой должности Николай Матвеевич внес свой вклад в обеспечение законности и правопорядка в тяжелейших условиях военного времени, когда требовалось не только бороться с обычными преступлениями, но и противодействовать дезертирству, мародерству, спекуляции и иным правонарушениям, характерным для военного периода. Его профессиональный путь от народного следователя до помощника прокурора автономной области свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны руководства и признания его профессиональных качеств. Особое значение имеет деятельность Николая Матвеевича в качестве помощника прокурора Юго-Осетинской автономной области в первой половине 1942 года, один из наиболее тяжелых периодов Великой Отечественной войны. В условиях нехватки кадров, материальных ресурсов и постоянной угрозы со стороны врага он продолжал обеспечивать соблюдение законности и защиту прав граждан. В июле 1942 года, когда ситуация на фронтах стала критической, Николай Матвеевич был повторно призван в ряды РКК. За время военной службы он проявил себя как компетентный офицер и был удостоен звания капитана. За проявленное мужество и отвагу в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Николай Матвеевич Джикаев награжден орденом Отечественной войны второй степени.